Сегодня самый главный праздник страны – День Победы. Победный май с особой гордостью встречают уже 76-й раз. В рядах Красной Армии мужественно сражались более 21 тысячи уроженцев региона. Свыше 6 тысяч из них не вернулись с фронта. С годовщиной победы в Великой Отечественной войне жителей поздравил глава Ингушетии. Дорогие ветераны войны и труженики тыла, уважаемые жители республики, сердечно поздравляю вас с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Особенный и дорогой для всего российского народа праздник День Победы наполняет всех нас искренними чувствами, гордостью за нашу Родину, бесконечной благодарностью и уважением к поколению фронтовиков и тружеников тыла. Наша страна добилась победы ценой тяжелейших невосполнимых потерь. Народ защитил честь и независимость родной земли благодаря мужеству на фронтах и в тылу. И сегодня вся страна отдает дань искренней благодарности их бессмертному подвигу. Наши соотечественники героически сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. Они достойно участвовали в обороне Москвы, Ленинграда и Малгобека, в Сталинградской и Курской битвах, штурмовали Берлин. Мы с гордостью называем имена земляков, беспримерный героизм которых был проявлен в крупных сражениях. Руслан Гудантов, Шервани Костоев, Ахмед Мальсагов, Мурат Аздоев и многие другие. В памяти народа навсегда останется подвиг героических защитников Брестской крепости, у стен которой погибли лучшие сыны ингушского народа. А последним защитником крепости был наш земляк Барханоев Уматгирей Артаганович. Поворотным событием в битве за Кавказ явилась Малгобекская стратегическая оборонительная операция, положившая начало освобождению Кавказа от захватчиков. В боях за Малгобек примеры мужества, стойкости и отваги показали многие солдаты и офицеры Красной Армии. Среди них наши земляки Цароев Султан, Аушев Хасим, Маматиев Абубек, Балаев Гирихан, Икашев Магомед Сали и многие другие. Нелегко приходилось тем, кто работал в тылу. Весь народ как один работал на нужды фронта. Ни на один день не прекращалась постановка высококачественной малгобекской нефти. Признанием огромного вклада нашего народа в победу стало присвоение Малгобеку почетного звания «Город воинской славы». Наш священный долг — сохранить эти славные страницы истории Отечества, не забывать о мужестве наших отцов и дедов, помнить всех, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы нашу Родину. Вечная память и благодарность тем, кто остался лежать на полях сражений. Их имена всегда будут жить в наших сердцах. К сожалению, мы не в силах остановить время. Участников Великой Отечественной войны остается все меньше. Они покидают нас, унося с собой часть великого прошлого страны. Но они всегда будут жить в наших сердцах. Они вместе с нами в рядах бессмертного полка. Дорогие ветераны, мы в неоплатном долгу перед вами. Спасибо вам за ратный подвиг и ударный труд в тылу, за подаренный мир. Честь вам и слава. Мы гордимся вами. С праздником вас, с Днем Великой Победы. От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго.